Выборы в Верховный Совет Коми АССР первого созыва стали точкой отсчета в истории зырянского парламентаризма. Это событие в 1938 году затмило собой, пожалуй, все остальные. Только-только Коми-область широко отметила 15-летний юбилей Коми-автономии. По такому случаю в крае вечной мерзлоты и долгой зимы умудрились даже вырастить арбузы. По республиканскому радио впервые прозвучал гимн Коми-области «Спасибо товарищу Сталину» на музыку и слова Виктора Савина. И вот они, новые торжества, новый повод для праздника. Столь крупномасштабные избирательные кампании, тем более по новым правилам, властные структуры республики еще не проводили. Однако, какой-никакой опыт при подготовке и проведении выборов в Верховный Совет СССР все-таки получили. Сталинская конституция 1936 года отменила ограничение избирательного права по классовому признаку. Выборы в Советы всех уровней объявлялись всеобщими, прямыми и осуществлялись тайным голосованием. Конечно, при всех демократических новшествах обновленного избирательного права страны Советов в нем не могло быть одного – альтернативных кандидатов. Коми АССР, как и другие автономные республики, делегировал тогда в Совет национальностей 11 депутатов, в числе которых оказалась и малограмотная телятница, добившаяся больших успехов в колхозе Матрена Трофимовна Артиева. Ее стремительный взлет на политический олимп был не случайен. После ликвидации кулачества как класса государство принимало срочные меры для укрепления авторитета колхозного движения, а успехи лучших представителей многочисленных колхозов «Путь к коммунизму» и имени Ильича широко пропагандировались как пример успешного ведения социалистического хозяйства. Народным избранником от Коми АССР стал тогда один из главных исполнителей сталинских репрессий в нашей стране. Председатель военной коллегии суда СССР с 1926 по 1948 годы, а еще страстный коллекционер бабочек и жуков Василий Ульрих. В компании с ним от Зырянского края оказались и посол СССР в Германии Алексей Федорович Меликалов, и полярный летчик Михаил Сергеевич Бабушкин. После скоропостижной трагической гибели последнего в Сыктывкаре появились памятник отцу авиации и улица, названная его именем. Люди, которые были избраны от нашей республики тогда, холодную зиму 1937-1938 годов, это были люди своего времени, своей эпохи. Это была эпоха порыва, энтузиазма, строительства чего-то нового. Конечно, это захватывало, и прежде всего, молодежь. Но и в то же время это была эпоха трагическая. Трагическая подоплека всех этих событий связана была с политическими репрессиями. Будем говорить так, черно-белая страница. С одной стороны белая, с другой стороны не совсем белая. Но в цветном ракурсе все это представить, во всем многообразии тех событий, которые тогда происходили, нам достаточно трудно. Потому что мы уже утратили аромат той эпохи. Ее порыв, ее энтузиазм, ее пассионарность. Нам это кажется немножко странноватым, что ли. Мирицалов, заместитель наркома внешней торговли, участвовал в подготовке пакта Молотов-Риббентроп. Он немецкого языка не знал, его послали полномочным представителем в Берлин. Он встречался с Гитлером, он беседовал с Гитлером. Гитлер у него спрашивал: как ваш сынок с таким философским именем, а имя сына было Сократ, как он поживает? Ну вот что тут скажешь. И связанная с этим судьба Астахова, Георгия Астахова, который попал в наш Усть-Вымский лагерь и который тоже принимал участие в переговорах по этому пакту. Вот потом убирали всех, кто имел отношение к этому пакту, всех свидетелей потихонечку. Но Мирицалова не убрали, у него был иммунитет, он был депутатом Верховного Совета СССР. Единственный из депутатов, избранных тогда от Коми АССР, вообще от нашего севера европейского, от Архангельска в частности, который не успел в полной мере послужить народу в качестве депутата Верховного Совета. Летчик Бабушкин погиб в авиационной катастрофе. Самолет упал в Двину. Вредительство. Погиб депутат Верховного Совета СССР. Уголовное дело, расследование. Никто не виноват. И его гибель, полярного летчика, героя Советского Союза 1937 года, как символа свободы, символа полета,
взлета русской души, вообще славянской души, это поразительный факт. Чем занимались тогда депутаты? Ну вот, собрались как бы, да, куклы. Кто-то дергал там за ниточку, они все голосовали единогласно. Совсем не так. Судя даже по материалам, которые опубликованы в газете «Правда», в газете «Известия» того времени, связанная с деятельностью Верховного Совета СССР, резкая критика шла со стороны депутатов в адрес органов исполнительной власти, наркоматов. И по результатам этой критики принимались соответствующие решения. Можно сказать, что тогда депутаты выполняли роль обратной связи между населением и руководством страны. Та обратная связь, которой так не хватает, ее никогда не хватало, ее не хватает и сейчас. Но без этой обратной связи вряд ли что-то получится. Можно принимать прекрасные законы, но если они не воспринимаются населением или воспринимаются неадекватно, тогда и польза будет. По уже знакомому и отрепетированному сценарию были организованы и выборы в Верховный Совет Коми АССР. Они прошли 26 июня 1938 года. Эта дата считается днем рождения собственной законодательной власти нашей республики. Увы, об этом событии материалов сохранилось не так уж и много. Страна строила новое общество, отрицая прошлое, и какое-либо уважение к исторической памяти тогда было не принято. Так, еще в 20-е годы основатель архивного и музейного дела в Республике Коми, историк и краевед Андрей Андреевич Цембер писал в газете «Юга-Той» о том, что все словно задались целью уничтожить столетние архивные документы. Дошло до того, что продавец заворачивает в них пуговицы, и что с этим надо что-то делать, например, создавать свой архив. Позднее, в годы Великой Отечественной войны, когда в стране не хватало бумаги, как и грамотных людей в целом, нередки были случаи, когда начальники ГУЛАГа писали свои докладные записки на листах, вырванных из рукописных церковных книг XIX века. Из тех отрывочных сведений, что отложились в фондах Национального архива Республики Коми, можно восстановить лишь некоторые бесценные страницы истории. Радостен и велик сегодняшний день, когда трудящиеся Коми Республики на основе самой демократической в мире сталинской конституции выбирают верховные органы власти Коми АССР лучших сынов нашей могучей и непобедимой социалистической родины. Особенно радостен он потому, что великий гений человечества, всеми любимый вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин баллотируется в верховный орган власти Коми АССР, а также его ближайший соратник, глава могучего советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов. За творца счастливой и радостной жизни, за вождя всех народов товарища Сталина будет голосовать весь Коми народ. Никакой вражьей силе не остановить нашего победоносного шествия вперед к коммунизму. Нам, глухонемым, выпала большая честь голосовать за гения человечества всего мира, творца самой демократической в мире Конституции, любимого и дорогого учителя, вождя народов товарища Сталина и его верного соратника товарища Молотова. Все мы, глухонемые избиратели города Сыктывкара, знаем, что эти товарищи будут делать нашу жизнь глухонемых еще лучше, радостней и счастливее. Вот почему мы отдадим свои голоса за них. И если враг посягнет на границы нашей любимой Родины, мы, глухонемые, выступим в защиту страны социализма. Надо сказать, что Верховный Совет Коми СССР, кто не знает, были выбраны, в том числе, кроме наших представителей Коми Республики, были выбраны и товарищи Сталин, и товарищ Молотов, то есть руководители советского государства. Вот против них было подано немного голосов. Пожалуй, это были первые выборы, в которых приняло действительно огромное количество избирателей. То есть по официальным данным, а эти официальные данные все-таки достаточно близки были к истине, в выборах приняло участие почти 99% избирателей. Был такой факт в избирательном участке города Сыктывкара. Избиратель Каданев Михаил Васильевич, единоличник, между прочим, сын бывшего кулака, не шел в избирательный участок для голосования, хотя участок был совсем близко.
Агитатор приходит к нему на квартиру и разнятяет ему о гражданском долге участвовать в выборах. На что Каданев говорит, что без машины идти не может. Тогда агитатор подает ему легковую машину. Однако Каданев заявляет, что он вообще выйти из дома никуда не может, хотя ему 35 лет и он здоров. Тогда агитатор с избирательной урной приходит на квартиру Каданева. Однако он и на своей квартире не проголосовал, заявив, что «я лично с кандидатами в депутаты не работал, а посему голосовать за них не буду». Каданев так и не проголосовал. Ну, это единичный случай. Выборы в целом по Коми СССР прошли с большим подъемом. Радостно, как великий праздник, и организованно. И этим самым весь Коми народ показал свою любовь и преданность партии большевиков, советскому правительству и вождю всех трудящихся, товарищу Сталину. На результаты голосования, конечно, оказали несколько факторов. Во-первых, все-таки советская власть почти 20 лет достаточно много делала в экономическом, социальном отношении, культурном отношении для развития Коми народа. Это один из факторов. А второй фактор, конечно, стоит не забывать, что 1938 год это был пик политических репрессий, и поэтому все-таки в значительной степени инакомыслие было искоренено или загнано глубоко, так сказать, в глубокий подвал. Третий немаловажный фактор – это все-таки огромная просветительская, идеологическая работа, агитационная работа, которая превозносила достижения советского государства. Коллективный портрет первого парламента республики объединил в себе 79 депутатов, избранных в Верховный Совет Коми АССР. Большинству из них было не больше 35 лет. Это была новая генерация людей, первых воспитанников новой идеологии советской власти, стахановцы, колхозники, представители пролетарской интеллигенции. Ведь самое главное в то время было, может быть, даже не уровень профессиональной подготовки и возможность работы в законодательных органах, а все-таки в первую очередь это вера в советскую власть, значит, в коммунистическую партию, обязательно, значит, также, значит, вера и убежденность в то, что все-таки наша страна самая лучшая в мире, коммунистическая партия, так сказать, самая лучшая, и все делается на благо народа. То есть эти факторы, они, пожалуй, играли основную роль. Понятно, что ни один из противников советской власти, и явных, и неявных, он, конечно, не мог попасть в подобные парламентские органы, просто по одной причине, что все-таки, думаю, что проверка депутатов, она проводилась не только на уровне, так сказать, партийных органов и профсоюзных, но и, наверное, соответствующими компетентными органами типа НКВД. Так что, как говорится, действительно те, кто в личной беседе, так сказать, кулуарно ругал власти и правительство, думаю, что они вряд ли могли, конечно, попасть. Многие были просто, так сказать, от цехи избраны, от станка, или от пилы, как лесозаготовители. Конечно, не имели достаточно образования, и поэтому к ним прикреплялись специальные учителя, им высылалась специальная литература. В одном из личных дел даже сохранилась жалоба учителя, прикрепленного на депутата, который 2 раза ходил на занятия, а потом сказал, что у него много работы, ему пока некогда ходить. И эта жалоба была, и управление делами президиума очень быстро среагировало, что, мол, дела делами, научиться-то надо. Народных избранников обеспечивали жильем. Они могли пользоваться служебной машиной, если проживали в городе. А вот в сельской глубинке у депутата никакой машины, кроме колхозной лошади, не было. Зарплату депутаты получали выше среднего, но особо высокой она не была. На эти деньги они могли купить копченой колбасы, масло, сходить в кино. Кроме Чапаева, в Сыктывкарском кинотеатре показывали фантастические новеллы, комедии и даже триллеры. Купить лотерейный билет от Авиахима и, если посчастливится, выиграть машину. Приобрести дамское манто за 900 рублей для своей супруги не мог себе позволить и сам председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР. Сухие строчки постановления о ставках аппарата Президиума 30 октября 1938 года свидетельствуют, что жалование председателя Президиума Верховного Совета составляло 1000 рублей. Для сравнения,
Постановлением Совнаркома от 10 апреля 1936 года зарплата учителей была резко увеличена по всей стране на 50-90%. Сыктывкарский учитель стал получать соответственно от 523 до 700 рублей в месяц. Если суммировать вышесказанное, то можно сказать, что народные избранники первого созыва особыми льготами не пользовались. Депутатство было для них скорее чем-то вроде повинности вести посильную работу, чтобы жизнь людей на территории избирательного округа поступательно улучшалась. И, конечно, доводить до людей общегосударственные успехи партии и правительства, не забывая указывать на относительно небольшие бытовые и производственные недостатки. В Усть-Вымском районе открыт медицинский пункт на 5 коек. Помещение под приемный покой не оборудовано. Черные стены, обслуживание больных плохое. Медикаменты и инвентарь разбазарены. На фельдшера и санитарку один халат. Белья для больных нет. От аптечки на 800 рублей ничего не осталось. Бывший фельдшер Калимов просто не наволочки и белье больных увез с собой. Фельдшер Исаков, не приступив к работе, собирается уходить в отпуск. Райздраводелу надо больше уделять внимание работе медицинских пунктов. Одной из главных обязанностей депутата это было следить за работой советских хозяйственных органов, значит, встречаться с избирателями, с работниками предприятий и учреждений для того, чтобы получить от них наказы. Даже бывали случаи, когда руководители учреждений, предприятий по результатам проверок депутатов снимались с работы. И, кстати, был вообще даже не такой случай, то, что по результатам работы одного из народных комиссариатов, депутат Полещиков, так вот, он сделал определенные выводы по результатам работы. Вот, в частности, здесь можно зачитать. Наркомат коммунального хозяйства на сегодняшний день не справляется с возложенной на него работой. Мое мнение, чем быстрее заменить руководство, тем раньше и больше можно ждать улучшения в работе наркомхоза Коми СССР. И вот по результатам этих выводов нарком был снят. То есть, видите, достаточно высокая должность. Поэтому депутаты, они вот с точки зрения контроля оказания помощи в работе предприятиям и учреждениям, и советским органам, они, конечно, имели очень огромное влияние. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Примером того, как народные избранники высоко ценили свой статус и пытались работать добросовестно, является дело депутата Степана Никифоровича Данилова. Он был исключен из партии за притупление большевистской бдительности, так как, работая в обкоме партии и общаясь с руководством, не разглядел среди них врагов народа и подлых шпионов. Не вдаваясь в анализ мотивов исключения из партии, Данилов приходит к выводу о том, что после случившегося он не имеет морального права оставаться депутатом, о чем и пишет в своем заявлении. Ну, что интересно, значит, вот, казалось бы, да, исключили из партии, путь один только, значит, так сказать, арест, проверка дополнительно в лагере НКВД. Нет, самое интересное, что этот депутат, он так и остался депутатом. Кстати, вот тоже вот еще был один случай интересный. Значит, тоже один из депутатов еще в бытность свою работы в одной из газет районных, он допустил очень большие ошибки в речи товарища Сталина о Конституции СССР. Получил взыскание по партийной линии, но вот это тоже было ведь конец 1936 года, начало 1937 года, он ведь тоже ведь не был посажен. И в конце концов, буквально через 1,5 года он был выбран депутатом Верховного Совета Коми СССР. То есть, скажем так, у нас в Коми Республике репрессивная машина не действовала слепо, то есть всех подряд. Вы знаете, вообще-то я не встретил, чтобы хоть один из депутатов первого созыва был репрессирован. Большим моментом был приезд избирателя с отчетом перед избирателями. Многие думали, что их народный избранник после первого приезда больше не покажется. Председатели колхоза и колхозники указывали, что наш депутат обещался и приехал, а мы своих обязательств не выполнили.
Это ли для нас не позор? Стыдно нам перед своим депутатом. Дадим слово депутату, что закончим молодьбу и подготовим теплые, светлые скотные дворы для наших коров и лошадей. Жесткая дисциплина, жесткий порядок. Видимо, было ощущение того, что надо готовиться к большой войне, а эту войну невозможно было выиграть без железной дисциплины. Но было и другое. Эти депутаты, когда началась Великая Отечественная война, пошли на фронт. Не все, но некоторые. Защищать Родину. Вот добрая половина из них не могла выполнять свои обязанности в полном объеме, потому что страна воевала. И это героическая страница, которую тоже не надо забывать. И наши депутаты принимали активное участие в этих событиях и на фронтах, и в тылу. То есть все работали на победу. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную Родину встанет. На земле, в небесах и на море, на сопел и могучий суров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Среди тех, кто героически сражался в составе 75-й стрелковой дивизии всего в 50 километрах от Бреста, был и депутат Верховного Совета Коми СССР первого созыва Георгий Бусов, ровесник гражданской войны и простой малограмотный крестьянский паренек из глубинки. Закончив 4 класса начальной школы, трудился на лесозаготовках. Семья нуждалась в его заботе. Считался одним из лучших рабочих стахановцев. В комсомоле не состоял, особой политической активности никогда не проявлял. В партию большевиков вступил уже в период избирательной кампании. Исполнять депутатские обязанности среди своих избирателей 20-летнему пареньку пришлось урывками. Уже в сентябре 1938 года Георгий Бусов был призван в армию. Сохранились письма Георгия Бусова из армии. Добрый день, добрый час. Здравствуй, товарищ Раевский. Вот я шлю большой красноармейский привет всем. Я учиться в школе. Через год буду командиром. Я уже получил 2 благодарности, но только по-русски умею плохо разговаривать тогда. Вот я сам себе взял обязательство, чтобы изучить русский на 6 месяцев. Это обязательство буду выполнять как полагается. Вот меня учат очень хорошо. Политрук меня тоже учит по-политически. Очень хорошо воспитывает меня. Еще я сообщаю, снег нетуны. А, наверное, Коми СССР уже есть. Стахановцы рубили лес. Охота один сезон работать лесорубом. Я очень любил лес тогда. Пишите. Я буду дожидать ночь и день. Я защищаю наш счастливый Родина, если польские паны нападут. Но пока до свидания. Плохо умею писать тогда. Надо учиться. В 1941 году, когда фашисты стремительно наступали по всему фронту, взятие Москвы, согласно плану Барбаросса, планировалось Гитлером до наступления зимних холодов. Почти неделю немецкий корпус с трудом отбивал атаки единственной русской дивизии на границе. Военные историки позднее отмечали, что русские тогда нагнали страх. Георгий Бусов вышел в тот раз из окружения, а предположительно в августе 1941 года он пропал без вести. Вы знаете, вот знакомившись, пусть немного, с деятельностью депутатов до военного периода и послевоенного периода, все-таки разница видна. Разница видна. То, что моральный облик депутата был до войны, скажем так, вот докладных и жалоб на них по поводу нарушений каких-то этических, моральных практически я не встретил. Сейчас, во всяком случае, не припомню. После войны это уже было чаще. Но после войны там уже другая психология немножко была. Как-то вот мы выступили, мы победители, потом можем себе позволить и так далее, и так далее. До войны этого не было. Это все было очень строго. Избирательной кампании 1942 года помешала война. Следующие выборы в Верховный Совет Коми СССР состоялись лишь в феврале 1947 года. Таким образом, депутаты первого созыва исполняли свои полномочия 2 срока вместо положенного 1. Это был наш самый долго действующий состав парламента
за всю историю законодательной власти Коми края. Не их вина в том, что заточенные под живую практическую работу, они вряд ли могли разрабатывать законодательные акты и едва ли не автоматически дружно голосовали за предлагаемые решения. Они почти безоговорочно верили, что мудрейший из мудрейших в мире, вождь и отец народов приведет и страну, и республику к процветанию. Малограмотные в своем большинстве по сравнению с депутатами будущих созывов, первые коми-депутаты по-своему честно отстояли сразу 2 парламентские вахты, за время которых Коми СССР сделала невероятный промышленный рывок. Нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля.